Я приветствую, во-первых, аудиторию нашего Якутского информационного агентства и приветствую нашего гостя в студии. Это Афанасий Егоров, руководитель департамента по делам печати и телерадиовещания Якутии. Добрый день. И также я приветствую моих коллег-журналистов, которые будут задавать вместе со мной Афанасию Гитовичу вопросы. Это журналист Лариса Анисимова. Здравствуйте. Здравствуйте. И представляющий интернет-издание Якутия.Инфо Денис Адамов. Добрый день. Вот, Афанасий Гитович, хотел бы начать с одной темы из главного события, которое, всколыхнуло на прошлой неделе столицу республики, наверное, даже всю Якутию. Это с так называемого экологического митинга. И мы были на самой площади, вели прямую текстовую онлайн-трансляцию, и была возможность посмотреть, что это за люди. И этот состав, он очень отличался от людей, которые выходили на площади в 2011 и в 2013 годах. То есть на митинге, который прошел в четверг, было очень много людей среднего, старшего возраста. Вот на ваш взгляд, почему люди вышли на площадь? Проблема с этим газохимом, на самом деле, она связана не столько с экологией, на мой взгляд, а с психологией. Да? Это скорее психологическая проблема. По одной простой причине. Да? Вот, еще раз повторю. Вот газохим сам, да, это еще не проект. Это всего лишь бизнес-идея, да, которая еще ничем не подкреплена. Нет ни технико-экономического обоснования, нет проекта, нет оценки воздействия на окружающую среду. То есть оценивать с точки зрения экологической опасности на самом деле пока нечего. Ну, есть Нет, а люди считают, что уже потом будет поздно это делать. Значит, вот я о чем и говорю. Вопрос психологии. Люди считают, что потом будет поздно. Да, это же к экологии-то весьма относительное отношение имеет. Да? Вот кто-то что-то считает. Вот и все. Да, и когда уважаемый мой Иван Иванович Шамаев начинает приводить цифры, там 4 миллиона тонн воды, я каждый раз думаю, а почему не 2? Почему не 8? Откуда 4 взялось? Проекта нету. Цифр нету. Производительность тоже, она только пока на пальцах. Да? То есть, на самом деле, конкретно что-то обсуждать, просто нечего, нет предмета разговора. На дворе 21 век люди до сих пор ходят, извиняюсь, в туалет на улицу. Когда мы говорим, что мы против вот этого, любого производства, вот там, пусть мы будем, вот звучало же и такое, пусть мы будем жить плохо, но зато вот так, как жили. А люди, которые вышли на площадь, это... Потому что есть такое мнение, что это какие-то агенты иностранного влияния повлияли на людей. Давайте так. Чуть ли не Всемирный заговор, да? Всемирный заговор. Это как-то смешно об этом говорить. Я не знаю, о чем думали организаторы, какие у них мысли. Не собираюсь гадать, агенты они или не агенты, но абсолютное большинство, оно пришло, как бы это сказать, введенное, может быть, в заблуждение вот этими 4 миллионами, да? То есть технологии? Возможно. Я не хочу, я говорю, я никого не хочу подозревать, но, возможно, и технологии применялись. Тем более, что такие технологии существуют, все мы про них знаем, их можно даже в открытом доступе в интернете найти при желании. И опять же, не будем в конспирологию играть, я просто хочу сказать. Смотрите, мне очень не нравится, когда говорят, почему в Мегинском районе, давай в Нерюнгри увезем. Да? Я 20 лет прожил в Нерюнгри, и у меня вопрос просто, а чем мои нерюнгринцы, да, почему они вдруг, ведь тут в подтексте звучит, что типа они люди второго сорта, вот нам не надо, давай туда утащим. Да? Вот почему мы об этих вещах не задумываемся? Почему мы готовы как-то пренебречь интересами других людей во имя своих каких-то целей? А почему именно Негда-Канкаласский улус? Почему именно... Так, можно я договорю? Можно я договорю? Я лично не сторонник газохима, но и не противник, да? По одной простой причине. Я ничего про него не знаю, я не могу его оценить. Хороший он, плохой. Да? Но я хочу, чтобы мы поняли одну общую вещь. Да?
Мы, к сожалению, разучились гордиться собой, разучились гордиться своими достижениями. Мы все больше обращаем внимание на какой-то негатив, на какие-то громкие события. А есть такое негромкое событие, да, что в самые сложные годы, да, на протяжении очень большого количества лет в Якутии была построена самая большая железная дорога современной России. Во всей России таких железных дорог нет. Где-то строят кусочки там 50 километров, 100 километров и страшно радуются. А мы пол Якутии прошли. Да? И мы как-то вот этим, мы готовы обсуждать там, какой нехороший этот самый Дерипаска, да? А вот сам факт, что вот она есть железная дорога, что она уже там пущена, пусть во временную на эксплуатацию, да? Что по ней уже возят груза, мы вот как-то вот у нас не хватает на то, чтобы вот этим гордиться. Вот, ну, все познается в сравнении, да? Берем Татарстан. Маленькая республика, но у нее есть до изумления удачное расположение. Она расположена прямо в центре России. Да? Через нее проходит железнодорожная магистраль, которая соединяет все концы страны. Она стоит, Татарстан, Казань, я имею в виду, стоит на Волге. Да? То есть и водные пути есть. Шикарные автомобильные дороги, да? Авиатранспорт. Все у них есть. И самое главное, то, о чем мы как-то не задумываемся, через Татарстан проходит куча магистральных трубопроводов. Вот это вот нефть, газ, топливопроводы, которые мы качаем на запад, в западные страны, тоже проходят через Татарстан. И они, скажем так, выжили из своего удачного местоположения, из развитой инфраструктуры вот по максимуму. Вот маленькая цифра, да? Валовый региональный продукт Якутии в этом году, в 2014, да, составил 614 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2014 года составил 1 631 миллиард рублей. Да? Маленький Татарстан, вот сумел он выжать все из своего удачного местоположения. И как говорит глава нынешний Минниханов, он сказал так: 70% ВРП составляет переработка. Вот переработка нефти, да, там есть масса очень крупных таких предприятий, там типа Казань-Оргсинтез, да, и вот они на этом зарабатывают вот свой триллион, который выше нашего, они делают именно на переработке. Нам по сравнению с ними не повезло. Да? Мы всегда были окраиной большого государства. У нас никогда не было такой инфраструктуры, мы могли только мечтать о ней. Да? Но вот смотрите, что мы сегодня имеем. Мы создали себе железную дорогу. Да? Построили. Мы протянули газопроводы. Вот Татарстан воспользовался тем, что было еще в советское время. А нам пришлось все это делать вот самим сейчас. Да? И сегодня железная дорога и газопровод, они сошлись вот в этой точке под названием Мегино-Кангаласский улус. Осталось только электроэнергию, а с Якутской ГРЭС-2 это тут совсем рядом, мы же понимаем, это не так уж сложно, да? И, в принципе, мы получаем идеальное место для развития производства. Не обязательно газохима, да? Но место идеальное. Да? И не пользоваться, вот не пойти по пути Татарстана, не воспользоваться вот той инфраструктурой, которая есть, это хуже, чем ошибка будет, если мы не воспользуемся. Если мы так и останемся без дорог, без света, да, с уличными туалетами, мы что после себя потомкам оставим? Вот это вот все, вот как есть сегодня. Мы все поняли. Вы, как технарь, очень хорошо размышляете на эту тему и все по полочкам разложили, почему именно Мегино-Кангаласский улус и почему нам надо двигаться по пути Татарстана и так далее. Вы со своим политехническим образованием как стали пресс-секретарем главы республики? Я
ну, на своем веку, или как можно выразиться, не помню, чтобы технари стали пресс-секретарями. Ну, историки, филологи, да. Был такой период, когда мне пришлось заняться писательством. Я написал 8 книг. Все начиналось с этого, да. Продал эти книги, большинство из них, 5 или 6, по-моему, вышли в издательстве «Эксмо», да. Оставшиеся 2 или 3 другие издательства мне купили. Ну, это такой был бизнес-проект на самом деле. Да, и я работал на гонорар. Я переехал в Якутск, пришел помощником Сан Саныча Савинова в городскую думу, да. Соответственно, на меня возложили, как на человека, умеющего писать, обязанности пресс-секретаря, и пошло-поехало. Вот таким вот образом. А вот сейчас, когда вы ушли, стало легче работать или нет? Вот сравните сегодняшний пост и пост пресс-секретаря. На самом деле это две совершенно разные должности. Пресс-служба, она отвечает за освещение деятельности, да, там, организацию пресс-конференций, пресс-подходов и так далее, и так далее. Для департамента функции намного, скажем так, более разнообразны. И самое главное, департамент, большая часть его деятельности, она связана с финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений. Их у нас 40. Да? В том числе НВК «Саха», все районные газеты, часть республиканских газет. Очень много говорится на тему того, что мы очень много, слишком много денег тратим на средства массовой информации. Да? Звучала цифра миллиард, хотя на самом деле эта сумма меньше. Не намного, но меньше. Да? Ну, округлили будем считать, ничего страшного. Но вот мне не нравится тон дискуссии. Вот я являюсь распорядителем бюджетных средств. Но это не мои деньги. Да? Это бюджетные средства. И я с этих денег не имею прибыли, да, личной, там, в карман, да, вот, иначе это коррупция. Да? То есть деньги мне дают не для того, чтобы я на них еще что-то заработал, да? А деньги дают в качестве инструмента. И миссия департамента на самом деле, вот, особенно с точки зрения НВК «Саха», да, это сохранение культуры, сохранение языка. Ведь кто сохраняет язык, кто дает ему возможность, кто дает людям не опуститься до уровня вон там домофон нах, окошко лах, да? Это дает как раз журналистика. То есть телевидение, радио, печатное издание, да? Ну и интернет-издание. То есть одна из функций, на самом деле, национальной журналистики заключается в этом, в сохранении языка. Одна из важнейших функций. Да? Поэтому я чаще всего и ругаюсь, когда люди неправильно говорят. Да? Я считаю так, не можешь правильно сказать, лучше промолчи. Да? И это касается не только якутского языка, это касается и русского языка, это касается языков КМНС. Да? Вот это вот, на самом деле, одна из важнейших миссий средств массовой информации. Особенно если мы учтем, что очень интересные процессы происходят, да, люди стали меньше читать. Вот это, тут вторая миссия. Ведь у нас еще и БИЧИК, подведомственное учреждение, да, национальное книжное издательство БИЧИК. У нас... Вот не знала. Да, подведомственным нашим, вот мы еще и на них деньги тратим, да, подведомственными нашими являются толстые литературные журналы. Да, «Полярная звезда», «Чалбон», да, вот очень интересный журнал сейчас, вот, «Талбар Хатун». Да. Подведомственными нашими являются, вот буквально вчера мы проводили серьезное такое совещание с детским издательством Кескиль, да, вот там у нас Чаранчик, Колокольчик, Юна Севера и Кескиль, да. У нас очень большие планы. Вчера мы встречались с Ниной Иннокентьевной Протопоповой, мамой этого издательства, да, обсуждали, и в принципе она со мной согласилась.
Но пока рано раскрывать все секреты, но мы хотим вот как-то новое дыхание придать этому детскому издательству нашему. Афанасий Сергеевич, вот можно очень кратко, я прерву. Вот как вы оцениваете вашего сменщика на посту руководителя управления Семена Дичковского? Честно? То есть, честно. Никак пока. Я вот просто по собственному опыту знаю, что чтобы войти, да, и полностью соответствовать вот той функции, которую должна исполнять пресс-служба, в нашем случае управление по работе со средствами массовой информации, да, нужно минимум полгода. Да? Поэтому давать сейчас оценку человеку, который только-только начал работать, и который, вот я по собственному опыту знаю, что еще точно не совсем в теме, но это было бы неправильно. Вот через полгода посмотрим, смогу сказать. А вот вы говорили то, что предлагали, внесли свои предложения Егору Афанасьевичу о том, кто, ваше желание, кто бы заменил вас на этом посту. Вот это кто? Так, вот если бы получилось, я бы сказал. То есть это точно не Семен Дичковский? Да нет, я предлагал несколько кандидатур из среды журналистов, все вы их знаете. Возвращаясь, да, я совсем не идеализирую наши СМИ, которые, значит, учреждены государством. На самом деле у них масса проблем, да, масса самых разных, начиная с технических, финансовых, заработная плата низкая, да, и кончая, вот есть совершенно справедливые местами все-таки критика, да, по содержательной части. Да? То есть я не готов говорить, что у нас все прекрасно. И когда мы говорим об этом пресловутом миллиарде, напомню, я работаю только с середины февраля, мне тоже понадобилось время, чтобы войти во все эти проблемы, тем более, сами представляете, да, 40 подведомственных учреждений, и в каждом свои какие-то есть определенные нюансы, это тоже требует времени. И я согласен, что на самом деле мы проводили анализ, встречались и с Галиной Иннокентьевной Данчиковой, да, то есть и на уровне правительства есть понимание того, что на самом деле есть что менять, есть что реорганизовывать, есть какие методы и возможности оптимизации расходов. А какие методы? Они присутствуют. Какие? Обычная схема, на самом деле, да, вот, так вот, не очень хочется своих коллег каким-то образом подставлять и рассказывать про них негатив, но я бы хотел сказать, что у многих подведомственных нам учреждений есть возможности по расширению, по увеличению внебюджетных доходов. Финансы, они могут, большие суммы, да, они могут людей как раз таки вот мешать им развиваться. Вот, на ваш взгляд, может быть, действительно стоит вот сумму убирать. Вот смотрите, ребенку, вот возьмите ребенка, да, если родители каждый раз ему отправляют деньги, он учится, допустим, где-то, отправляет деньги, отправляет, он что делает? А в то же время говорит, а почему ты, сыночек, мы все время отправляем деньги, а ты сам-то когда будешь, учись, вечерами, дворником, где-то что-нибудь подрабатывай, да? И каждый раз эти деньги идут, а ребенок говорит, вроде надо работать, учиться-то важнее, и он учится. И тем самым деньги, они постоянно его отучивают, отдаляет его возможность научиться зарабатывать. А это же необходимо. Но в то же время ребенку, он иногда проявляет инициативу, ему по рукам бьют. И он говорит, мама, а можно я пойду поработаю? А нет, нельзя. Вот почему ты такой вот не надо работать, там грязно. А вообще вот с этими ребятами не водись, они плохие. И вот ситуация с госсми, мне кажется, в какой-то степени напоминает такое. То есть люди говорят, что деньги много тратятся, но люди, они не умеют зарабатывать. И в то же время, когда они пытаются заработать, им из домика СДП звонят и говорят, а что это вы туда суетесь, не ходите на митинг, не надо, это вам не надо, не водитесь с этими ребятами. Секундочку, я понял, кажется, да? Чтобы закончить с детьми, да? То есть, мне кажется, аналогия госсми, да. Можно я все-таки отвечу?
Ну, Да? да. Чтобы закончить с детьми. Вот мой сын в очередной раз, он студент Института нефти и газа, да, вот на днях вернулся с вахты на Чаянду, он там помбуром работал. Да? Младший сын 8 числа улетает, он у меня в Горном учится, улетает работать в старательской артели в Аймяконе. Да? Это вот, чтобы закончить с детьми, хорошо? Теперь насчет государственных СМИ. Я согласен, я же объяснил, да? Есть проблемы, есть проблемы. Большие, серьезные проблемы, но вот, Денис, я не хочу тебя ни в чем подозревать, да, но я поэтому скажу про Минфин. Но вот у нас есть 34 районных газет. Каждая из них является государственным автономным учреждением, при этом часть газет выходит на 2 языках, на русском и на якутском. Да? И вот наш Минфин, на мой взгляд, вот подходит вот совершенно как Денис Адамов. Да? Вот все 34 для них абсолютно одинаковые. На самом деле они все разные. Да? Если вот я в Ленске был, они за год умудрились заработать 11 миллионов внебюджетных доходов. Да? Районная скромная газета. Дело в том, что просто район очень богатый, люди состоятельные. Как бы мы там не склоняли Сургутов, Транснефть и всех остальных, но они обеспечили рабочие места ленчанам, соответственно, и люди зарабатывают хорошо, соответственно, там развит бизнес, то есть там возможностей для редакции развернуться и в плане там, рекламы и всех остальных дел очень много. И они зарабатывают 11 миллионов в год. Прекрасно, чудесно, я рад за них. Да? Часть у них, ну я сразу говорю, у нас на самом деле существует норматив, не более 35% небюджетных они могут пустить на зарплату. Все остальное должно уходить на оплату коммунальных услуг. Мы, кстати, государство не дает районным газетам деньги на оплату коммунальных услуг, да? Электроэнергию и плюс расходные материалы. Да? Та же бумага и вот оборудование, вот это все они покупают сами. Это вот в Ленске. А есть скромная маленькая газета в Жиганском Улусе. Да? Там, где нету промышленности, там, где население очень маленькое, там, где населенные пункты, гигантский разброс, и эту газету там сильно-то и не доставишь. И я, если честно, им просто благодарен за то, что они умудряются в год заработать 800 тысяч. Но в итоге, зарабатывая 800 тысяч, они вынуждены все эти деньги тратить на коммунальные услуги. В Жиганске, кстати, холоднее, чем в Ленске, да, и зима длиннее. И у них средняя зарплата по редакции средняя 19 тысяч. Что такое средняя зарплата? Кто-то зарабатывает больше 19, а кто-то меньше. Да? И я против вот этого подхода, а давай вот так вот шашкой всех порубаем, покромсаем, да, и в принципе, и Галина Иннокентьевна со мной согласна, что нам нужно, необходимо дифференцировать в том числе и районные газеты по доходам. Если Ленск способен заработать много, давайте мы им норматив отчислений увеличим, там, допустим, ну, условно говоря, до 50%, да? Пусть половину забирают себе в виде заработной платы, повышают себе зарплату, а Жиганску необходимо за счет бюджета поднимать зарплату. Потому что сегодня при нынешнем уровне цен, а на севере цены выше, чем в Якутске, да, вот на 19 тысяч прожить это вообще несерьезный разговор. То есть, вот я к чему клоню, Денис? Я клоню к тому, что на самом деле проблемы намного сложнее, чем вот это кажется, может показаться со стороны. Вот лично я, работая там уже, сколько получается, 4 месяца, да, я не могу сказать, что я проникся во все до единой проблемы. Да? И у каждой редакции все свое. И, кстати, Денис, у тебя есть шикарная идея, у меня есть шикарное тебе предложение. Если ты такой креативный, продвинутый, у меня как раз в Вено-Бутантайском Улусе скоро потребуется директор-редактор районной газеты. Езжай. Ну, вот, А че? вы знаете, Не, ну понимаешь, вот критиковать легко, а ты сядь на их место. ну, у вас аргументация вообще железная. Я скажу,
Афанасий Гитович, вот вы так нас не любите. Кого не люблю? Вот нас частных СМИ, так вот нас А вас критикуете, надо да. любить-то. Любовь Мне нужна. жены для любви Ага. хватает, ладно? Не, ну вы не цепляйтесь к словам, вы понимаете, что вы зачем-то буквально понимаете. Так, секундочку. Вот, Давай вы- это самое. вы- Денис, вы- Денис, Афанасий Денис, Гитович, вы не Денис, говорите так. давай ты не говори про СМИ, а? Ты мне уже 2 года рассказываешь про то, что не можешь зарегистрироваться, что ты подал документы. Ты когда, давай честно говорить, ты когда создавал свою Якутия-Инфо, ты пришел ко мне и сказал, давай сотрудничать. Я тебе сказал, хорошо, Денис, но ты сначала зарегистрируйся, да, получи свидетельство о регистрации в Госкомнадзоре. Сколько лет прошло с тех пор? 3-й год идет. Таким образом мы работаем. И ты все время мне рассказываешь, что вот мы подали документы и точка. Ну, ты не являешься, вот, знаешь, я вот, когда шел сюда, я думал, да, на эту тему, вот, любите, не любите, да, вот, я могу сказать, на самом деле, да, Это, кстати, тоже слово на самом деле. То, что секундочку. оно означает однозначность. Мне кажется, на самом деле, так, эти слова лучше не использовать. давай На это самом деле. самое, Вы же цепляетесь к словам, ты давайте поп- я тоже буду цепляться к словам. слушай, я цепляюсь к словам не в эфире, ладно? Почувствуй разницу, хорошо? Для этого, чтобы было. Почувствуй разницу. Так вот, я хотел вот какую мысль-то сказать. На самом деле, вот, я абсолютно уверен в этом, да, у нас настолько плотный информационный поток сейчас, что все охватить, все увидеть, все оценить правильно или неправильно, над всем задуматься, человеку очень сложно. Да? Мы очень часто упускаем закономерности какие-то, важные закономерности, да, ну, и акцентируем внимание там, на какой-нибудь жареной сенсации. Хотя она на самом деле, ну, скажем так, это просто флуктуация потока, да, единовременная. А поток-то сам он совсем другой. Да? То есть такие вещи, и на самом деле необходимо сотрудничество государства с частными СМИ. Да? С частными СМИ. При этом мы-то на самом деле пытаемся создать эти каналы. Вот, допустим, у департамента мы ежегодно разыгрываем гранты главы республики, гранты правительства республики. Да? По разным номинациям мы объявляем конкурсы, в которых имеют право участвовать. Там нету такого понятия, там, средства массовой информации, учрежденные государством, или средства массовой информации, не учрежденные государством. Там нету такого. Там, в принципе, любое имеющее свидетельство о регистрации СМИ может участвовать. Когда люди... это на самом деле вот сигнал Вот смотрите, всем. Можно я договорю, а? У нас просто слишком мало времени осталось. Можно я договорю? Так вот, У нас на самом деле, вот это и есть попытка найти общий язык. Да, ребята, ну покажите, что вы можете, чего вы достигли, что вы хорошего сделали. Ну, когда люди не хотят сами участвовать в таких вещах и даже не хотят пройти процедуру регистрации, ну что я могу для него сделать? И он-то на меня почему обижается? Я работал, когда руководителем управления по работе со средствами массовой информации. Да? Мы их не приглашали никуда. Я ему объяснял, ну, почитай название, да, подразделения. Управление по работе со средствами массовой информации. До тех пор, пока у тебя нету свидетельства. Потом мы стали писать критический материал, нас перестали приглашать. Нет, секундочку. Я вам Нет, просто секунду, это было, вот это твоя точка зрения, моя точка зрения говорит о другом. Когда ты ко мне пришел, я тебе сказал, да, давай сотрудничай. Но, родной, зарегистрируйся. Вот не Я ему дал время на то, чтобы он каким-то образом за это... Ну, я понимаю, что нельзя мгновенно зарегистрироваться. Я скажу Дали время. За 2 года, Это- которые мы существуем, мы почему-то больше взаимодействуем с федеральными структурами. Федералы почему-то нам без всяких бумажек, они смотрят на сущность СМИ, а не на бумажку. То есть вот за 2 года, пока мы работаем, мы успели получить 2 федеральные награды без всяких госрегистраций. О чем это говорит? О том, что вот подход профессионалов какой? Есть СМИ сущностное понимание, а есть СМИ
формальное. Бумажка есть, ты СМИ, а вот есть понятие, как СМИ работает, делает дело, показывает результат, вот это профессиональный подход. Нет. И там, где мы выигрываем федеральные конкурсы, в Калуге, вот тот же ОНФ, какой бумажка? вот, Ну вот в тех же, нет, в тех же Секундочку. грантах, там же, я так понимаю, в грантах департамента есть определенные требования. То есть, если ты Совершенно верно. зарегистрированная СМИ, ты можешь участвовать. Нет, вот я тебе сейчас про другое говорю. Я тебе говорю сейчас не о формальной Значит стороне так, вопроса, а о сущности. секундочку. О том, что Есть- если ты СМИ, то ты доказываешь, это не бумажка, что у тебя вот есть госрегистрация. Но это а же дело. требование, это же Ты не А в СМИ. том-то и дело, что мы никому требования не предъявляем, но в данном случае это звучит как зацепка. И Нет. если Ой, у людей есть ой, желание сотрудничать, ой, часто, Ну, наверное, это Нет, не ладно, Егоров придумал. ладно, ребята, я злой гений, да? Я... это не злой, Секундочку, это да слушай, просто пожалуйста. наша Есть бюрократия, федеральный которая закон о неэффективна. средствах массовой информации, да? Соблюдая его, я становлюсь злым гением. Денис, Он, придумав некий термин под названием «сущностные СМИ», которые, в общем-то, на самом деле, я подозреваю, ни в одном словаре даже не найдем, не то что в нормативном документе, он пытается оправдать свое нежелание соблюдать законодательство родной страны. Ведь на самом деле, что говорит федеральный закон? Да? Ты его почитай внимательно. Вот ты имеешь право называться средством массовой информации, да? Ты получаешь массу, я тебе же объяснял, Господи, ты получаешь в соответствии с федеральным законом массу преференций, да? Начиная с права посылать запросы, в том числе устные, да? Кончая правом присутствовать везде, где ты, и правом аккредитоваться и присутствовать везде, где ты хочешь. Да? Это прописано в федеральном законе. Но когда ты этого не делаешь и тут же кричишь, я не хочу выполнять вот эти требования закона, но я хочу иметь все права, понимаешь, вот это уже каким-то таким волюнтаризмом пахнет. Это неправильный подход. В принципе, это не проблема. То есть Так, это всё- если не проблема, почему ты ее не решаешь, Дениса? Она Почему решается. ты ходишь на меня, обижаешься? А кто на вас обижается-то? Вы сами Ну, не только что выплеснул Тебе, на меня. получается, кто-то мешает зарегистрироваться. А никто не мешает. Работа Да. ведется в данном направлении, как любят говорить. Ты мне люди. 2 года сказки рассказываешь. Ну, вы 2 знаете, года. Вы знаете, сейчас мы будем весь эфир обсуждать проблемы. Конечно, будем. Пойми, ты Надо же, было тему тогда я озвучить. тебе пытаюсь, я тебе с самого начала по-человечески говорил, легитимизируйся, легализируйся. Я тебе Да. что говорил-то? Вспомни. А в принципе нам не составляет проблем, просто мы как-то ушли от темы. И тогда Дениса будут пускать на все мероприятия. Он получит все права в соответствии с федеральным законом. Да, эта проблема на самом деле не является. Это Да, наблюдается. это не является проблемой, но ты на пустом месте раздуваешь из мухи слона и рассказываешь, какие мы все злодеи. Да когда я такое говорю-то? Ну только что, господи, сейчас промотаем пленку обратно. Что я скажу? Может, вы вот сейчас вот дословно процитируете, что я сказал такого? Что? Слушай, давай не будем Ну, видите, перепалку это ваша превращать, обида хорошо? собственная какая-то, когда там то, что вы перестали нас приглашать и все. А перестали приглашать накануне выборов, потому что мы начали писать некие критические О, статьи. Вот Господи. всё. Ну, На слушай, последней ну, пресс-конференции мы ходили давай- без госрегистрации. Вот Егор Афанасьевич так давно сказал, что у нас нету политической оппозиции. На что там Обдоги лидер, например, тот же Виктор Губарев очень обиделся и сказал, что политическая оппозиция есть. Вот на ваш взгляд, есть у нас политическая оппозиция в Якутии или нет? Опять же, в каком-то смысле, касаясь темы развития, темы того же пресловутого Газахима, Тассеров вообще, как, да, ведь Егор Борисов не зря говорит, да, постоянно он повторяет о том, что нам нужно, чтобы наша молодежь пошла в промышленность. Да? Я в прошлую пятницу был в Нюрбе, там был такой инвестиционный форум, Вилюй зовет. Есть такой политик, который считается оппозиционным, Федот Семенович Тумусов. Да? Наши журналисты, как правило, когда вот Борисов что-то говорит и что-то говорит Тумусов, они пытаются найти вот разницу, да, и найти ихнее противоречие, столкновение интересов, все такие вещи. А я вот внимательно послушал Федота Семеновича, когда он выступал в Нюрбе. Да, один из главных тезисов, который он двигал, что наша молодежь с Вилюя должна идти в промышленность. Да? То есть, я к чему клоню? В каких-то частностях
да, каких-то вещах люди знаковые, люди состоявшиеся, да, люди, скажем так, политики с большой буквы, они могут расходиться. Но когда речь идет о принципиальных вещах, о будущем республики, о будущем молодежи республики, да, они на самом деле едины. Но мы этого, как правило, не замечаем. Мы обязательно ищем, что они тут разного-то сказали. Да? Хотя вот когда смотришь на эти вещи... Можно много, а делать... Можно я договорю? Вы Да? сказали же, можно перебивать во время эфира. Поэтому я так стараюсь. Значит, вот на самом деле, вот с этой точки зрения, да, и я не думаю, что Губарев тоже против этого тезиса. Да, у нас такого, я бы сказал, радикального противоречия в подходах к развитию республики у них, у всех нет. Вернемся к газохимии. Вот вы говорили, что вот железку мы построили, замечательно, ну, хороший проект железка, действительно, правильно, да? И то, что вот Мегино-Кангаласский район, он очень удачно соединил в себе инфраструктуру железку, да? Трасса Колыма, там газопровод. Лена, вот это все там. Все, да, и сказали, что говорит, нам нужно гордиться тем, что это мы сделали, да, вот вы говорите. А вы разговаривали с жителями Мегино-Кангаласского района, они вот конкретно вот на том участке, который, где железка подходит, они были задействованы вот в строительстве вот этого объекта, участка? Значит, рассказываю. Вот они конкретно были Вот, задействованы? во-первых, рассказываю. Местные. Вот я, может быть, такое приятное исключение, да? Я тебе предложил должность директора-редактора газеты «Военно-Бытантайском Алусе». Да? А на самом деле государство не обязано никого брать за руку и вести куда-то. Да? Вот если мой сын сам пробился, попал на вахту в «Газпром», да? Для этого он приложил какие-то усилия там свои, да? Ну, и флаг ему в руки. Но если кто-то думает, что министр Панов должен был взять его за руку и отвезти в «Газпром», тот ошибается. То есть это зависит от людей, от их личного желания. Если я хочу чего-то достичь, я пойду и буду добиваться. Но если я этого не хочу, да пусть эти проезда перед моим носом проходят, я туда не пойду. То есть, на ваш взгляд, никто из мегинцев просто вот не захотел вот настолько... Я не хочу сказать, что все мегинцы не пошли. Скорее всего, и не то, что скорее всего, а судя по тем многочисленным, к сожалению, спорам, которые возникли там у Трансстрой Востока, да, по оплате выполненных подрядных работ, там была масса местных организаций и, соответственно, местных жителей. Масса? Да. Ну вот возьмите село Павловск, вот то же самое, да? Значит, слушай, я еще раз повторяю. Вот Павловск, возьмите, вы поговорите, спросили, допустим, Ну, у жителей Павловска, сколько жителей села Павловск? ты знаешь, ну я не социолог, раз. Во-вторых, мне Нет, вы же говорите, вы еще раз общаетесь с людьми. еще раз повторяю, да, у меня нет времени в конкретный Павловск ехать, но я почему-то думаю, что и оттуда есть люди, Так вы же которые говорите, там что вы работают. ездите по республике, много с людьми Да. общаетесь. А вот жители села Павловск, на ваш взгляд, были трудоустроены вот конкретно на участке? Еще раз повторяю, никто, никого, да, на конкретный объект трудоустраивать не обязан. Есть у тебя желание, ты придешь и трудоустроишься. То есть, Нет у тебя желания. на ваш взгляд, Ты же не хочешь в Вена-Бытантай мой ехать, и я тебя никак не заставлю. Понимаешь, вот тут та же самая ситуация. ну, то есть вы хотите сказать, что эти люди просто не хотели работать там? на Ну, этом видимо, участке? возможно. Ну, Не то буду есть они не спорить. хотели ни зарабатывать, не хотели участвовать? Не знаю я в данном конкретном случае. Я вижу Дениса Адамова, которому я предложил стать директором-редактором. Он молча обошел этот вопрос. Вот такая же ситуация и там возможна. Ну, давайте мы вам предложим должность, например, у нас в редакции поработать. Спасибо, не надо. Вот видите, человек отказывается, хотя мы ему предлагаем. Не, а может, Вот и то же самое в Павловске может Он быть. лучше понимаешь? трудоустроен, чем вы предлагаете. Но вот видите как. А вот человек почему-то думает, что должны люди выбирать худшие. Вот. Нет, Почему тут худшие? есть вопрос еще профессиональной квалификации. Вот в Павловске есть люди, которые по образовательному своему уровню, профилю, они Ну вот подходят видите, вот к мы этому. возвращаемся Не-не-не, как раз таки к тому секундочку. вопросу Вот по значит, газохимии. Вот Вот то же это, самое, конечно, немножко демагогия, да, конкретно отдельно взятый Павловск. Но я могу сказать, вот
когда строился нефтепровод ВСТО, там, в принципе, особых, как бы это сказать, профессиональных навыков, незнакомых нашим жителям, да, я имею в виду такие работы, как рубка просеки, не было. Я там видел мужиков Сусялдана, я видел там чоропчинцев, да, не помню, были ли там мегинцы, да, но я видел вот эти бригады, которые вот собирались, вот, очень интересно работали в этом смысле верхневилюйцы. Они сбивались в бригады, целенаправленно выезжали и работали. Да? Вот такие вещи я видел. Вот то, что я видел, я тебе могу сказать. Ну вот смотрите, не возник ли вопрос тогда, истекающий из предыдущего, не возник ли, не поведет ли себя государство, вот в данном случае руководство республики так же, как вы сейчас говорите, в ситуации с возможным строительством химзавода? Потому что вот смотрите, вот вы сейчас подводите такую мысль, что мы привели сюда инвестор, а если вы не смогли устроиться, ваши проблемы, то же самое Так, может быть, секундочку. когда сюда придет... Вот. Химия, это Между совершенно прочим, Денис, другая. ты поднял очень серьезную проблему. Да? Вот смотрите, мы когда вот так безбашенно говорим, вот не надо нам никакого развития, вот оставьте вот все как есть, да? Когда мы из-за конфликта с этими дорогами в Ленском районе начинаем из сургутов выстраивать монстра, да? Олигархи туда-сюда, да? Ну, мало того, что там 2000 наших якутян работают, мы их тоже от себя отодвигаем, и плюс ихние семьи отодвигаем. Но когда мы такие вещи делаем, это очень отрицательно влияет в первую очередь на молодежь, да? То есть мы им закладываем подсознательную матрицу, что сургуты это плохо, это там чуть ли не враги народа, да? И тем самым, вы знаете, вот это очень интересный такой момент. Я вот буквально на днях, вчера или позавчера, читал вот на ИСИА, информация прошла, в городе Якутске 78% выпускников не собирается идти в промышленность. Они собираются стать юристами, экономистами, банкирами, далее по списку. Да? То есть мы сами отталкиваем вот такими вот непродуманными вещами. кто отталкивает? Можно досуг? Вы говорите, мы Ты, кто? ты доволен? Нет. Я Недоволен. Все, тогда это самое. Да, я договорю. Мы сами вот такими вещами отталкиваем свою молодежь от желания работать на производстве, а потом говорим, вот проблемы социальной молодежи, трудоустроиться не могут, а кому нужны 10 экономистов там, где нужен один, да? Кто возьмет? Никто не возьмет. Да? Что вот там и алкоголизм, и наркомания, и преступность пьяная, и пошло-поехало. Да? То есть мы на самом-то деле, нам нужно как-то вот целенаправленно молодым людям показывать, что вот, ребята, развивается промышленность, там хорошие заработки. Присмотритесь, почему нет? Да? Ну, как-то вот, может быть, более агрессивно нужно вести профориентационную работу среди молодых. Да? Ведь это на самом деле развитие промышленности в Якутии, в том числе перерабатывающей, да, это просто неизбежность, это необходимость, если мы хотим развиваться. И если мы говорим, нам не нужно варягов, нам нужны свои, то мы должны в первую очередь молодежь свою туда и тащить. Ее туда подталкивать, чтобы они не в сторону МЧС или полиции смотрели, да, а на нормальное производство. Вот это вот очень серьезная проблема, я тут с тобой согласен. Потом есть еще такое заблуждение. Ну вот, теоретически даже возьмем, что вот вдруг все-таки решили поставить газохимическое производство. Да? Нам сразу говорят, у нас нет опытных специалистов-химиков. Да, их, наверное, в Якутии там раз-два и обчелся. А на самом деле там действительно нужно, если мы хотим, чтобы там было безопасное производство, мы должны там иметь высококвалифицированных, опытных специалистов. И неважно, с каким фейсом, да, и откуда он родом. Он обязательно должен быть опытным профессионалом. Но на самом деле, вот тут тоже еще одна наша беда. У нас вся наша промышленность, она вот как-то по окраинам. Да? Уголь в Нерюнгри, алмазы в Мирном, да, нефть в Ленске. Это все где-то по окраинам. В Якутске и вокруг Якутска
никакой большой промышленности, за исключением энергетики, не было никогда и нету. Да? Мы поэтому не имеем представления, как это выглядит. И мы, соответственно, не имея представления, мы этого, ну, это естественно человеческая реакция, да, человек боится неизвестного. Но на самом деле, если вот так вот задуматься, да, есть основной цикл вот этот технологический, да, вот этого химического производства, там, наверное, должны работать специалисты. Но поймите правильно, но любому заводу нужны водители. Но Грузовой почему, транспорт. почему мы, если знаем, то, что у нас республика, она нацелена на промышленность, то почему мы до сих пор не поняли, что нужно готовить кадры для этого? У нас федеральный университет, у нас есть СУЗы. Почему? Значит, вот на самом деле я скажу, да, в чем проблема? Проблема в том, что на самом деле очевидно, это вполне очевидно, да, недостаточная профориентационная работа. Все-таки она недостаточна. Есть производственник, есть игра министра. Вот почему. Все хотят стать министрами, и мало кто хочет стать производственником или Секундочку, предпринимателем. а ты бывал на игре министр? Был. Видел, что обсуждают? Это все очень хорошо, но, к сожалению, на деле другое. Видел, что обсуждают? На самом деле, вот, она полезная игра. 90% ребят, которые участвуют там, они не хотят идти в производство, именно как производственники. Они Вот- хотят идти Вот, руководителями. Денис, с которыми Денис, занимаются. ну мы с тобой одно и то же разными словами говорим, да? Что на самом деле у нас, видимо, несовершенная вот, профориентационная работа, да? И ведь я вернусь все-таки к теме, да, вот что такое большой завод? На самом деле, еще раз повторю, там нужны электрики, слесаря, потому что, да, сантехники нужны, потому что любое здание у нас отапливается, да, водители, крановщики, бульдозеристы, сварщики, пошло-поехало. На любом производстве, я вас уверяю, да, что высококвалифицированный, да, специализированный состав, он составляет меньшинство. На любом производстве абсолютное большинство представляют собой люди общераспространенных профессий, которые есть и у нас. А почему тогда в Павловске люди не пошли работать на ту же железку? Опять же, возвращаясь к этой теме. Неужели Слушай, они настолько ленивые и абсолютно... Давай не будем людей оскорблять, обзывать ленивыми, да? Просто-напросто у каждого человека свое представление о том, да, чем он хочет заниматься. Да? Вот если у человека, если человек, ну, скажем так, квалифицированный, я видел этих ребят, мегинских, кстати, когда вот в Тиксе-то авария была, классные слесаря-сантехники. Если он классный слесарь-сантехник, да, и ему хватает этой зарплаты, он не хочет никуда идти, менять работу, ну ради бога. Как ты его У нас заставишь? видеозапись есть с того митинга, первого митинга, кстати, в Павловске, где мы спрашивали у людей, почему они конкретно жаловались. Они говорят, что вот сейчас нам власти обещают, что будет у нас химзавод, нас трудоустроят. Какое, как мы можем верить власти, что мы пойдем строить, что мы будем строить там, можно я договорю? А в то время как мы даже на железке, на простом объекте, да, железка, казалось бы, вот, химпроизводство это более сложное, железка это гораздо проще, как вы говорите, там водители, слесаря, там более простые направления. Говорит, но нас там не было, хотя у нас молодежь есть. У нас есть конкретная видеозапись, мы ездили туда, снимали людей. Они конкретно говорили, что почему такое происходит. Люди... И смотрите, почему вот сейчас вот происходит такое с химзаводом? Вот вы говорили психология, вы правильно сказали, что проблема психологии. Проблема психологии вызвана чем? Недоверием к власти. То есть уже был негативный опыт, люди не верят, что будет что-то хорошее, понимаете? Господи, понесло тебя, недоверие к власти. Давай мы... Митинг-то, в принципе, может быть действительно химзавод хороший, возможно, может, это действительно замечательная вещь, да? Но люди не верят, вот в чем дело, вот проблема. Вот эти слова можно вырвать. Денис Адамов, химзавод хороший. Да. Сейчас пока сложно говорить, вот сейчас Секунду, может, пресс-конференция будет Виктора Федорова. да вот не, посмотрим, что он скажет. секундочку, и Виктор Федоров ничего не скажет, он просто расскажет о чужих технологиях. Ну да? да, вот. А вот, понимаешь, я еще раз повторю, вот нам нужно увидеть свое, да, вот каким оно будет. Да? И тут опыт Виктора Федорова, наверное, и пригодится, да, когда можно будет сравнивать с тем. Там немножко Понимаешь? другая компания, просто компания. Не, ну я понимаю, но технологии разные, и тут, и когда есть возможность сравнивать, вот тогда и начинается карбамид, нормальный, тоже карбамид. конструктивный разговор, когда есть возможность сравнивать. Что касается того, что там молодежь есть, то все, пятое, десятое. Вот я опять возвращаюсь, да, к теме профориентации. Ведь от того, что молодежь есть, вот многое на самом деле не меняется. У меня есть племянник, да, и вот
не хотел в эфире рассказывать эту историю, вот в Мегинском районе, кстати, да, отслужил в армии, вернулся и сидит в родной деревне. Я говорю, слушай, ну, я вот тут чисто по-родственному, да, могу тебе помочь, да, есть СПТУ в Якутске, если хочешь, давай мы тебя в Нерюнгри отправим, профинансирую я тебя, да, там, на угольщика выучишься, да. Есть вот техникум в Нижнем Бестяхе, да, есть техникум вон, в Хандле. Ну, ты присмотри себе что-нибудь, я тебе помогу, да. Ну, многодетная семья, там, с деньгами проблемы всегда. Я говорю, ну, я тебе помогу, там, профинансирую, необходимо это нужно. Знаешь, что он мне ответил? Вот проблема на самом деле. Он мне сказал, это вот в Центральном Улусе, Якутии, да, минут чалы бельбепне. Все, я сел. Не крыть было нечем. Ну, это- Понимаешь, вот это на самом деле. Вот когда мне начинают говорят, почему тут сахоязычных школ в городе мало, то все, я этого парня вспоминаю. Я понимаю, что мы очень часто, да, я с одной стороны, еще раз говорю, миссия департамента, сохранение языка, сохранение культуры, да, но с другой стороны, вот эту палку перегибать нельзя. Иначе, если мы начинаем ее перегибать, мы ограничиваем собственную молодежь, ограничиваем ее возможности, да, Не, ну, тут я на согласен. будущем. Поэтому, вот, понимаешь, это вот очень такие темы, я бы сказал, очень щекотливые, очень тонкие, и вот тут обязательно надо четко вот эту грань чувствовать. Вполне возможно, что у ребят в Павловске и такие проблемы есть. Но вы сможете согласиться с тем, что сейчас, вот как раз таки исходя из вашего вот рассуждения, что защита, так называемая у нас, вот сейчас вот особенно вот Чукур говорили, пытается со мной именно в эту плоскость переносить спор, да, что защита национальной культуры, языков, да, идентичности нации, она не должна служить, на мой взгляд, обоснованием для траты бюджетных денег. Нет. На самом деле, понимаешь, если уж на то пошло, то нафиг никакое развитие не нужно, если мы не сохраним идентичность народа. Но вот видите, даже здесь вы сами соглашаетесь, что, что к этой проблеме, если подходить однозначно, тут надо разделять. Совершенно С одной верно. стороны, мы говорим о защите национальных вот этих вот, да, а с другой стороны, мы можем привести это к изоляции народа. Ну, И вот мы с тобой опять об одном и том же говорим, да, что есть очень тонкая грань, да, и вот эту грань нельзя переступать, что мы, вот должна быть некая гармония, да, и вот эту гармонию, вот ее надо поймать и ее соблюдать, вот эту гармонию, да, не перегибая ни в ту, ни в эту сторону. Это очень сложная задача, но деваться некуда, ее надо решать. Ну, тогда хотя бы надо признавать проблему, что у нас есть и с трудоустройством, что и со стратами на СМИ проблемы есть. Давайте согласимся, да? Слушай, у меня такое ощущение, будто не я эту тему поднял, а? Ты в чем меня обвиняешь? Я не понял тебя. Есть проблемы, да, и поэтому вот эти проблемы, ведь и государство-то ведь не отказывается от этих проблем, да? Мы их озвучиваем, мы их пытаемся решить, да? Может быть, я еще раз повторяю, проблем очень много, может быть, не всегда удачно, и ведь Егор-то Борисов-то общество призывает, помогите нам, да? Речь же идет, вот ты у меня вот тут сразу все, там политическое противостояние, но мы с тобой сами видим те проблемы, которые у нас есть, да? И глава республики говорит, в том числе и якутянину Денису Адамову, помогите нам, да? А И Денис Женя Адамов отказывается ехать в мой Эвена-Бютантай. Афанасий Гидович, вот вы Егора Афанасьевича вспомнили. У меня такой вопрос. На ваш взгляд, возможен следующий срок Егора Борисова главе республики? Народ решает, почему? Значит, нет, тут может быть неправильно, немножко тут
сформулировал, пойдет ли он на следующий срок. Ну, да? да, Значит, на самом деле, я скажу так, проработав с Егором Афанасьевичем, да, больше 4 лет бок о бок, да, я вот понял одну вещь. На самом деле ему не нужна власть ради власти. Да? Он поставил перед собой задачи, цели обозначил, да, которых он никогда и не скрывал. Да? Большинство этих целей было сформулировано еще, когда он в первый раз выступал в Вилтумене в 2010 году. Да? И он хочет этих целей добиться. Вот. Ему власть нужна для этого. В том числе, помните, он как-то на пресс-конференции, по-моему, да, на пресс-конференции как-то говорил, что есть у меня мечта, мост через Лену, да? Вот у него такие вот цели. А вот это вот уже... Как это? Тогда долго. Почему долго? На самом деле, да, мы... Смотрите, смотрите, Нет. по мосту, да, я вот не совсем в теме последних деталей, потому что сейчас уже, скажем так, дистанционировался от Егора Афанасьевича. Раньше-то постоянно вместе летали, так что волей-неволей там много разных деталей знал, да. На самом деле мы были в одном шаге от начала строительства моста, от его реализации его мечты, да, когда прошел конкурс, был объявлен победитель, вот этот консорциум во главе с банком ВТБ. Но тут пошли санкции, и в итоге... Крым наш. И Крым наш. И Крым наш, и все. И в итоге там пошли разные тренды. И заявление господина Трутнева, и сам ВТБ дал задний ход, потому что ресурсы кончились. И в итоге все это дело рухнуло. Все начали забывать эту тему по мосту, да. И вот когда вот последняя по времени встреча-то была с Дмитрием Медведевым, мы же все помним, я сам лично слушал его в Нижнем Бестяхе, когда золотое звено-то клали, когда Дмитрий Медведев говорил о том, что да, мы должны сделать логическое завершение, переход через Лену, там народ, помню, радовался так очень сильно. И вот Егор Афанасьевич напомнил ему о том, что надо бы мост. И сегодня, я надеюсь, по крайней мере, что совершенно в недалеком будущем, вот, ты тоже лицо заинтересованное, Амгинский, тоже нужен мост, да? Вот. Я надеюсь, что уже такой конкретно вот срок, так скажем, очень скромно, в течение этого года, хотя я думаю, что не в течение года, а гораздо раньше, да, у нас опять начнутся конкретные подвижки по мосту. Потому что когда Егор Борисов упомянул про неких китайских инвесторов, я могу сказать, я его достаточно хорошо изучил, да, он просто так ничего не говорит. Очевидно, уже есть некие наработки, очевидно, есть какое-то уже движение. То есть вполне возможно, что с этой мечтой он, вернее, эту мечту он реализует уже совсем-совсем скоро. Значит, ждем нового главу республики. Раз уж мечта сбудется. Можно идти на покой, да? А вот еще такой вопрос. Вот, вы, наверное, считаете себя членом команды Егора Афанасьевича, так как занимаете должность и давно с ним работаете. Считаете? Да, и он меня принял на работу, он мне поверил, доверил, конечно. И вот я недавно разговаривал с Гаврилом Парахиным, есть такой лидер ЛДПР регионального, и он сказал по итогам отчета главы перед депутатами, что к Егору Афанасьевичу у меня вопросов нету, у меня есть вопросы к его команде. То есть там есть люди, он назвал это старые члены команды, к которым есть вопросы. Вот вы как оцениваете эту позицию и как оцениваете вообще команду главы сегодня? Значит, так вот, я не знаю, какие у него вопросы и к кому конкретно. Гадать не хочу. Скажу так, работа есть работа. Да? На самом деле всегда бывают споры, всегда бывает столкновение мнений, но
на самом деле это такой рабочий процесс, и расценивать его там как какие-то далеко идущие выводы из этого, да, нету смысла по одной простой причине. То есть, когда происходит, на самом деле, это нормально, когда происходит обмен мнениями, когда сталкиваются разные точки зрения, в итоге рождается решение, и оно нормально продвигается в жизнь. Возвращаясь к времени работы вашего в управлении пресс-службы, самый сложный момент вот за время работы? Там никогда просто не было, по-моему. Нет, вот именно что запомнили, вот так сложно никогда не было. На самом деле больше всего запомнилось, да, и вот это есть противоречие такое некое. Запоминаются ведь яркие вещи, да. Вот. Тот же Тикси там на улице -40, а в квартирах сосульки. Устьянск, Казачьи. Вот. Как-то мы вот так постоянно. Устнера, да, прилетали, вот, допустим, в Устнеру прилетели. Ночью самый высокий уровень паводка в Устнере, да, а утром мы прилетаем. И в резиновых сапогах там воду меряем по улицам, да, и вот эти люди там, я вот до сих пор помню, молодой человек с маленьким ребенком, дело было в середине июля, где-то 18 июля, да, а Устнера, это же Верхояне, и прекрасно понимают люди, что вот через месяц уже осень, а у них дома там чуть ли не до середины в воде, да, и вот этот молодой человек с ребенком сидел, и все время, вот встреча была с населением, он все время у Егора Афанасьевича спрашивал, вот что мне делать сейчас? Да? Вот люди были настолько растеряны, потеряны, в шоковом состоянии, а в Казачьи мы прилетели, и Устьянск, да, вот помните, вертолет разбился? И долго-долго не могли найти его, там 3 или 4 дня его искали. И вот ночью вертолет находят вот этих летчиков, да, уже понятно, что кто выжил, кто умер, а утром мы туда прилетаем. Да? То есть у людей до этой ночи была надежда, что родственники могут быть, может быть, и живы, да? А вот сегодня ночью они узнали, что все, надеяться не на что. И вот там, знаете, вот мужики плакали, да, слез не скрывали. Вот это вот, такой вот очень и очень. Вот такие вещи. А вот были такие моменты, когда было за что-то стыдно? Вот опять же за период работы руководителем пресс-службы. Не скажу. Значит, было и нередко. Большое спасибо, Афанасий Гитович, что пришли. Большое спасибо за разговор. И вам, коллеги, тоже большое спасибо за ваши вопросы. Всего доброго. Всего доброго.